времени суток вы смотрите «Мы вам покажем» на телеканале Якутия 24. Сегодня мы находимся в смарт-библиотеке на 203 микрорайоне в городе Якутске. И рядом со мной сегодня сидит сотрудник смарт-библиотеки, это Ксения Игнатьева. Ксения нам сегодня покажет мастер-класс по изготовлению палочки, волшебной палочки Гарри Поттера. Почему вот именно мы остановились на Гарри Поттере? Потому что как среди взрослых, так и среди детей очень много поклонников, и их количество не уменьшается, да, я думаю. Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry. I'm a what? Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Что нам для этого понадобится? Я вот уже вижу, да, несколько вариантов палочек, да? Примеры. Из чего они делаются и из каких вот подручных материалов? Так, они делаются из абсолютно обычных вещей, которые есть у каждого дома. Ну или можно купить в магазине за малую цену, то есть бюджетный вариант. Так, мы сделаем основу из обычного листа А4, офисная бумага. Пластилин, да, пластилин, рукоятку будем делать из пластилина. Дома, наверное, у каждого есть. Это они вот сверху, да, из пластилина? Или Да, это пластилин. Укреплять будем обычной салфеткой и ПВА-клеем. Давай вместе сделаем. Давайте. Ты тоже будешь за мной повторять. Для того, чтобы закрутить основу, нам нужны спицы вот такие тонкие. На тебе. Спасибо. И один лист бумаги. Ну, если что, мы будем повторно делать. Так, Вообще времени на это не так много, да, я думаю? Да, уходит? не так много уходит, а время уходит на, чтобы засохла основа. Итак. Так. Берем, кладем лист, держим спицу немножко под углом. И, наверное, видели, да, как делают разные корзины, подносы из газетных трубочек. По типу того мы закручиваем трубочку бумажную от угла. Прям вот самого, да? Под углом, чтобы максимальная длина получилась у нас. Ничего страшного. Так, все правильно делаю, да? Двумя пальцами вот так удобнее будет. И медленно вот так закручиваем. Не слишком туго. Вот так, да, правильно, правильно. Так, и до конца нужно, И да? до конца. Ну вот я вижу вот эти палочки, которые вот, да, лежат. Это вот вы как-то проводите среди посетителей библиотеки мастер-класс, откуда эти палочки? Эти палочки я вот снимала. Каждый месяц у меня выходил мастер-класс по Гарри Поттеру. Из разных материалов я старалась делать. И вот последний я делала вот такой бюджетный. Что-то пошло у меня не так, да? Да, ничего страшного, с первого раза не всегда получается. Вот я сейчас свой закреплю и вам помогу. Ну вот, просто можете клеем заклеить вот самый конец или скотчем, ничего страшного. Чтобы держалось. Чтобы держалось. Все, и вынимаем спицу. У нас получается вот такая прочная труба. Уже основа. Основа, да, основа для палочки. Так, у меня слишком... Да, давайте я вам закручу, да? Или еще раз попробуйте. Нет, давайте вы закрутите. Хорошо. Берем от угла немножко по диагонали, чтобы максимальная длина у нас получилась не вот такая, а вот такая. Главное немножко вот так плотненько. И двумя руками закручиваем. Таким же способом вот газетные трубочки крутят и плетут разные корзины. Вот немножко приноровиться нужно. Все.
закрепили. Мгм. Это нам уже не нужно. Все, спицы нам не нужны тоже. Это ваше. Мгм. Так, Теперь. теперь можем немножко укоротить, потому что вот здесь немножко мягкая, которая самая тонкая сторона. Немножко укоротить. Теперь берем пластилин и делаем вот такие разные основы. Это я делала по типу, как из музея Гарри Поттера. Это как бы оригинальные палочки волшебников. Да? Гарри! Вам достанется, наверное, вот эти. Вы можете их смести. Ага, соедините. Да, соединить вместе. Немножко разогреть в руках, тогда она будет пластичная. Так, отличный такой способ развлечь ребенка, да? Да, вот моторика для ребенка Ага. вот развивается. На какой возраст примерно рассчитано? А, Совсем малыши, наверное. Да, совсем малыши же, они из пластилина всякое разное же лепят. Динозаврики разные. Вот мои племянники очень хорошо лепят. Так. Ага. По идее, рукоятку можно делать любую, чтобы прям так удобненько было Это держать. вот у нас верхушка, да? Да, Палочки, верхушка. получается. Ага, вот эту можно не трогать. Мы ее покроем тонким слоем салфетки, как папье-маше, и всё будет отлично. Я еще хочу добавить вот на верхушке вот такой кристаллик, чтобы прям волшебно было. Ага, для этого я сделаю тут как бы держатель для кристалла. Ага. На широкую сторону, да? На Нужно? широкую сторону. Ага. И каким образом? Вы можете, как пример, отсюда посмотреть. Я сделаю обычную. Как? Разные узоры, как из дерева должно быть. Ага. Ксения, вообще вы не ошибусь, если скажу, что вы поклонница Гарри Поттера. Да, Да? большая поклонница книг и фильмов Гарри Поттера. Помимо палочек, проводите ли вы какие-то другие мастер-классы, может быть, по каким-то волшебным рецептам, что-то еще? Да. Вот, например, на Хэллоуин прошлый мы выпускали рецепты из книг Гарри Поттера, из кулинарной книги Гарри Поттера. Знаменитое сливочное пиво делали, а также на день рождения Гарри Поттера у нас летом был фестиваль Гарри Поттера, и вот там тоже всякие разные игры, мастер-классы, всей библиотекой делали для детей, родителей. Так, как мне прочертить вот такие вот узоры? Да? Можете вот разными инструментами использоваться, ножички, даже ногтями можно сделать, или вот кисточкой. Разные инструменты могут нам помочь, не обязательно специальные. Какие еще какие-то вот подобные мастер-классы проводятся в вашей библиотеке, такие полезные для родителей и детей? Обычно мастер-классы у нас проводятся в таких крупных мероприятиях. Например, раньше у нас проводились для мам как бы района, 203-го микрорайона. Были такие крупные фестивали, и там проводились разные тоже мастер-классы для детей, чтобы совместно с родителем, с ребенком делать. Разные простые, не такие уж сложные. Так, что-то у меня пошло не так, видимо, да? Нет, очень хорошо, вы можете сгладить немножко вот тут, чтобы как будто оно круглое. Вот эти линии. Вот эти, да? Сгладить как бы. Так, но потом это покроется краской, да? То есть... Сначала мы покроем как слой папье-маше, салфеткой тонким слоем с ПВА-клеем. Она высохнет, и можно покрыть акрилом. Сколько потом будет высыхать палочка?
Ну, лучше сутки, чтобы прям схватилось все. У нас книжки лежат на столе, да? Да. То есть, опять-таки, Гарри Поттера можно прийти почитать. Да, прийти можно библиотеке. почитать. У нас есть по Гарри Поттеру достаточное количество книг. И сами романы, и также вспомогательные разные энциклопедии. Также для досуга с детьми разные такие вот книжки. Из пластилина как раз у нас есть. По рисованию можно для помощи, чтобы ребенок сам научился делать. Не только по Ютубу, можно и по книгам хорошо научиться что-либо делать. А вам, Ксения, вот лично какая часть Гарри Поттера понравилась больше? Больше вот первые 3 фильма мне очень понравились. Они более светлые, такие. Потом уже как бы взросление идет, и более такая мрачная атмосфера. Но все равно очень нравится. А как вы считаете, вот многие книги экранизируют, да? Сначала выходят книги, потом, соответственно, экранизация. Вот как, по-вашему, вот что лучше сначала прочесть книгу, а потом посмотреть фильм, или наоборот? Это очень спорный вопрос, по идее, на который нет такого точного ответа. Правильного ответа. Потому что все люди разные, так же, как и сам режиссер, который снял по книге. Лично по мне, лучше сначала посмотреть экранизацию, как версию глазами режиссера, сценариста, а потом уже прочитать первоисточник книгу и сравнить. Ну, можно и не сравнивать, просто уже у тебя в голове устраивается вот такая образы уже есть. Картина. Да, картина. И в книге обычно всегда более подробно все описано, более деталей много, история немножко там более раскрытая, поэтому ты получаешь больше удовольствия, еще больше удовольствия от прочтения книг. И вот, наверное, заметили, после того, как люди прочитали книгу, потом посмотрели экранизацию, они всегда вот: книга была лучше. Да. Чаще, по-моему, разочаровывают. Да, поэтому лучше, если лучше посмотреть сначала экранизацию, потом прочитать и наименее. А в экранизации, получается, что-то не показали, где-то соврали, да? Да. Где-то вообще убрали эпизод какой-то. Чтобы не так больно было, лучше сразу посмотреть экранизацию и потом уже обращаться к первоисточнику. Я, кстати, вот что касается Гарри Поттера, помню, что изначально прочитала книгу, вот первую «Философский камень», и я себе вот действительно всех героев представляла вот именно так, как показано было в фильме потом уже. И мне очень понравилось, я читала с упоением просто книгу. Значит, у вас немножко совпали взгляды с режиссерами, да? Да. Но это я согласна с тем, что сначала, наверное, все-таки посмотреть фильм лучше. Сейчас я делаю так. Менее болезненно. Ну вот, примерно у меня вот так получилось. Ух ты, как у вас красиво. И вот с впадинкой для моего престола вот так. Ну и у меня неплохо. Да, очень красиво. Ну, сделаем сейчас слой, и будет очень красиво, наверное. Так, у меня вот ПВА-клей большой емкости, маленькой не было. Так, вот вам кисточка. Ой, надеюсь, салфетки хватит. Так, я беру белую, чтобы, не знаю, она тонкая, поэтому удобно работать. Можно и туалетную бумагу обычную. Так, мы ее. И просто вы делали когда-нибудь папье-маше? Нет, к сожалению. Ну там используется газета или другая бумага. Ну, мы будем делать из тонкой салфетки. Надо порвать. Порвать на кусочки, чтобы удобно было приклеивать. Вроде бы казалось, папье-маше всем известно, но не все пробовали. Берем нашу основу и просто окунаем в клей, немножко мажем, ой, руки дрожат аж,
Тонким слоем просто Очень ответственное дело, поэтому руки дрожат. Так, и прям сверху, да? сверху. Вот с пластилином ничего не станет, просто он будет под слоем бумажки, ничего страшного. Ага. Главное вот в высоких температурах его не держать, Мгм. чтобы пластилин не растаял. растаял. Да. И вот так берем по бумажке и вот так-то приклеиваем. Ага. Еще сверху тоже клеем. Мажем, мажем. Ага, вот, чтобы ваша структура была видна, вот так, ага, вбивая в впадинки. Сколько вы на своем опыте, сколько вы сделали волшебных палочек? Ну, пока вот здесь, пока 10. Ага. Но они все по разным техникам, да? Ага, ну, 5 из них по-разному, из разной массы. Можно также готовую массу купить. Вот в магазинах я видела, продаются такие готовые массы для лепки, которые самозатвердевают. Мгм. Ничего там клеить не надо, просто слепил, как пластилин, и все уже готовое получается. В вашей библиотеке очень много вот даже стендов с Гарри Поттерами, плакаты какие-то висят, да? Да. А почему именно Гарри Поттер? Так много поклонников у вас в библиотеке работает. Ну, да. Ну, почему-то, как мы открылись, мы сразу начали почему-то делать квизы по Гарри Поттеру, Мгм. тематические такие, ну, не то чтобы вечеринки, а мероприятия, вечеринки для детей. Мгм. И так и сложилось, как будто мы библиотека имени Гарри Поттера. Да, в Якутске вот больше всего фанатов Гарри Поттера, поэтому, чтобы быстрее, наверное, раскрутиться, да? Мгм. Действительно, Гарри Поттера читают, любят все. Да, все, и дети, и взрослые, и Дети, и их молодежь. родители. Да. Так что это беспроигрышный вариант. Мгм. Так. Одним слоем, да, салфеточку? Да, одним слоем. По Гарри Поттеру можно разное все придумать. И квизы, и викторины, и квесты, и мастер-классы. Ну, если додумать, то все что угодно. Мгм. Так, посмотрите. Все хорошо. Вот тут еще осталось. Можно еще вот основу тоже покрыть, чтобы она потверже была. Не только то место, где пластилин. Тоже салфеткой. Ага. Мгм. Ксения, скажите, а как вы попали в библиотеку Смарт? Мечтали об этом или случайно так получилось? Всегда ли хотели с детьми работать? Нет. Нет. Вот раньше я с детьми никогда не работала. Так. Я работала внутри библиотеки, там, где не видно, не слышно меня. Ага. И вот впервые мне получилось вот так устроиться на работу в смарт-библиотеку Мгм. и работать с читателями, с разным возрастным, Мгм. с разными возрастными категориями. И это очень интересно было, Мгм. увлекательно. Вам понравилось? Да, понравилось. Новый опыт, как сказать. Мгм. И я смотрю, что коллектив достаточно молодой, да? Да, у Мгм. нас очень классный молодой коллектив. Все креативные. Все креативные, молодцы, яркие. творческие Да. очень. Мгм. И Хорошая команда. да, все свои творческие потенциалы тут раскрыли. Все поклонники Гарри Поттера. Да. Примерно на серединке можно остановиться, да? Мгм. Или полностью Или покрыть. полностью. Еще давайте вот этот кончик закроем, потому что тут у нас дырочка. Давайте. Ага. Так же. Также немножко одним слоем. И оставляем сушиться где-то сутки. Но лучше не ставить на батарею, потому что вот пластилин наш может растаять. Стелим вот такой, как он называется, файл, и просто оставляем. Ага. Так, и ждем сутки. Увидимся через сутки. Когда палочка подсохла, она выглядит примерно вот так, да?
У нас Примерно уже вот есть так, ага. заготовка. И вот, можете постучать. Да, она же Так. твердая. Так, А, отлично. пластилин вот не мнется, не тает. Вот уже прочная основа есть. Можем сначала покрасить или вот это проклеить. Сначала, наверное, покрасить, да? Потом. Давайте покрасим. Ага. Рукоятку сделаем золотой, Мгм. чтобы прям вот этот кристалл блестел ярко-ярко. И затемним кончиком. Немножко выдавливаем золотую краску. Сначала покрасим, потом смешаем коричневый цвет. Так. И вот акриловая краска достаточно сама вот вязкая. Не надо воды добавлять, просто вот так красим. Если вот слой пластилина не укрывается, можно еще второй слой сделать, чтобы не видно было. Ой. Кто ваш любимый персонаж, герой? Это сложный вопрос, потому что мне все нравятся. Вот одного как-то отделить не получается. Но могу факультет выбрать. Выбираю Гриффиндор. Так. Ага. Ну, мало кто, наверное, пошел бы в Слизерин, да? Есть такие. Есть, наоборот, я заметила в последнее время, наоборот, Да? выбирают Слизерин. Ага. Кстати, в вашей библиотеке, я знаю, шляпа даже есть, вот, которая... Да, шляпа, ага, говорящая шляпа была, Ага, которая распределяется по факультетам. да. Мы ее используем на наших фестивалях всяких. Мгм. Ой. Сделаем тут градиент, как будто плавно переходит в темный деревянный свет. Все покрою. Тут добавим немножко черного. По идее, можно украшать всяко разно. Но все, вот, как говорится, фантазия, Да, да, вообще человека? фантазия ребенка, человека, Мгм. как хочешь. Вот даже в книгах Гарри Поттера фильме говорится, как там говорилось, это не волшебник выбирает палочку, а палочка выбирает. Палочка выбирает. волшебника. Да, точно была такая фраза. Поэтому как душа ляжет, так и надо. Также можно, вот видели, как мы крутили, да? Там внутри получается у нас отверстие, и туда можно засунуть стержень ручки, и можно как ручку использовать, чтобы какой-то функционал был у палочки. Да, кстати, интересный вариант. Так, не будет. Я, наверное, запачкаюсь. По идее, надо подождать, чтобы там засохло. Чтоб подсохло, Да, да? но я не буду ждать. Ага. Акриловая краска хороша тем, что она очень укрывистая. Повторного слоя особо не нужно будет. Да, ну и в принципе быстро сохнет. Ага. И если акриловой краски нет, то в принципе можно и гуашью, но гуашь будет потом оставлять следы на руках. Поэтому после того, как покрасили гуашью, нужно будет лаком как-нибудь покрыть. Ну, красота, действительно. Мне понравился вариант, как сделать ручку, да? Вот, я испачкала, Ага. ладно, потом Ничего, можем это нормальное справить. явление. Немножко подсохнет, она быстро сохнет, по идее. Ага. Так, пока я подкручу вот эту штуку нашу. И финал такой, да? её Завершающий штрих. Так. Ага. Ага, прикрепим нашу красоту на место горячим клеем. Ой. Так. Ага, капельку совсем нужно. И вот так. Ура! Все. Волшебная такая палочка. Красота такая у нас получилась. Еще можно кристаллы Да. по-ведьмински. Да, в общем, на все фантазия человека. Мгм. Что ж, заклинание будем какое-то говорить? Давайте. Накинь. Люмос, Алахмора. Так, это что у нас значит? Люмос это включает цвет, например, люмос, и нокс это,
Если ног сказать, то свет вырубается. Также обычное заклинание Аллахумора, которое открывает двери, все двери. Закрытые и не закрытые все двери. Все, пусть все двери у нас будут открыты и всегда будет зеленый свет. Да? Ксения, спасибо вам большое за такой замечательный мастер-класс. Думаю, мы еще к вам придем, и вы нам покажете что-нибудь еще интересное. Хорошо, спасибо. Все, палочка заряжена волшебством. Занимайтесь своими детьми, занимайтесь всей семьей. Очень интересно, полезно. Спасибо еще раз. Ну а мы с вами увидимся в следующем эфире.